Друзья, мы сейчас находимся в Нерюнгри. Сейчас монтирую видео. Следующее видео про якутскую деревню. Хочу снять небольшую вставочку. Ну вот сейчас у нас праздники мартовские. Считай, неделя была бешеная. 7-го мы вечером уехали. Сейчас мы в Нерюнгри находимся. Вот пытаюсь тут вообще времени. Мы туда-сюда все. Вечерами что-то, ночами все уже спать легли, а я лежу там с ноутбуком. Глаза слипаются. А надо делать. Очень часто мне пишете, что давай почаще, давай побыстрее. Спасибо, что проявляете интерес. Это меня заряжает, мотивирует. Честно, реально читаю, мне прям так, заряжает, прям вдохновляет на дальнейшую деятельность. Но чаще я не могу, к сожалению. У меня очень мало свободного времени сейчас осталось, его нету. Качество для меня очень важно. Лучше будет 2 раза в неделю и качественней, чем 3 раза в неделю, там 4. Всякая фигня. Многие говорят, блогеру главное, чтобы видео там пуля, на качество забей. Нет, я вас уважаю, своих зрителей. И действительно, мне очень важно, чтобы то, что вы смотрели, приносило вам удовольствие. Вот, стараюсь все это делать именно так. А, конечно, я очень серьезно забочусь. Бывает, сделаешь, смотришь, думаешь, блин. И снял уже не, хотел, там идея была другая. Но все же меня экспромтом, вот подснимал, делаешь, а уже не переснять. Знаете, как это все процесс? Я сейчас реально перестал, все свободное время тратиться вот на деятельность здесь на канале, чтобы действительно все было качественно. Прибегаешь домой, там, ешь на ходу уже что-то делаешь, там, потому что каждая секунда стала дорога. Раньше такого в жизни у меня никогда не было. Время тратил, просто транжирил непонятно на что. А сейчас ты, когда его ценишь, когда ты понимаешь, как ценна каждая секунда, каждая минута потраченная. Я не смотрю фильмы, это уже все. Я не помню, когда я последний раз киношку ложился и просто повалялся, посмотрел. 2 месяца как не делаю. Там игры, понятно, там какие-то компьютерные, там что-то. Это все. Даже нет времени обучаться. То есть YouTube же это такая наука, которую нужно знать. Не просто делать, а бы делать. Чтобы развивать канал дальше, нужно уже понимать что-то. А даже нет времени вот сесть и посмотреть там знающих людей и понять, кто из них знающий, кто просто так. Изначально я хотел по вторникам, пятницам делать видео, но, не успеваю. Все-таки иногда нужна, потому что сейчас уже я на альпинизм пошел. У меня 3 раза в неделю еще целый вечер занят альпинизмом. Потому что хочу в дальнейшем пойти на Афродиту и корочку альпиниста. Значок альпиниста получим за восхождение. То есть очень круто. Дальше, может быть, это вся пойдет деятельность. Поэтому у меня, считай, в неделю там вечер свободных 2. Субботу тоже часто работать приходится. Поэтому я решил, что в субботу хотя бы вечерок там сел, доделал нормально и качественно, и вечером там выкладываешь. И сами видите, я в 12 ночи, в час ночи выходит. Потому что график стараюсь держать. А бы что? Потому что часто ты сделаешь, смотришь, тут какой-то момент дебильный. Его раз переделать. А чтобы переделать видео, там же программа заливает, она там рендерит его час, наверное, или минут 40, чтобы ты заново еще раз. Потом еще какой-нибудь косяк найдешь, думаешь, не очень хорошо, некрасиво. Потому что действительно, вижу, какие достойные люди смотрят у меня видео мои на канале, и из уважения не хочется выкладывать обо что, и не буду. Иногда так думаешь, а вдруг не прокатит, так это обидно, думаешь, какая-нибудь фигня получится. Получается, думаешь, нормально. Потому что саму оценить тяжело. Когда ты делаешь, когда ты тоже видео уже смотришь, ты его и снял, потом 10 раз его еще по кругу гоняешь, уже немножко не понимаешь, как оно получилось, хорошо ли, не очень, зайдет, не зайдет. Когда видишь, что заходит, читаешь комментарии, думаешь, фух. И дальше работаешь. Следующее, времени нету так вот выдохнуть, все. Но это все на благо. Не хочу просто, потому что нужно зарабатывать, мне еще все-таки время на рабочие моменты уходит, тоже немало. Иначе не хочу, чтобы на канале реклама появлялась, я это все вообще не люблю. Только если это будет вынужденная мера, заработка. Пока зарабатываю сам, ничего не будет. Так вот, у меня крик души сегодня. Так что спасибо за понимание, спасибо, что поддерживаете, спасибо, что нравится, что интересно. И хорошего просмотра. Друзья, всем привет! Мы с вами находимся на реке Лена. Это вот остров. Сегодня пятница, 22 февраля, завтра праздник. И мы с вами едем в деревню Тихтюр. Наконец-то мы посмотрим настоящую якутскую деревню. Посмотрим ее быт, жизнь, поснимаем. В общем, сам пока не знаю, что там интересного будет, но что-то интересное точно будет. Много чего интересного. Вот мы с Илюхой. Илюха меня ждет в машине. Это его родная деревня. У него там родители. В их родном доме будем ночевать. Тут темно. Ладно, в общем, я уже тут вижу в темноте, насколько здесь красиво возле дома. Вот там впереди сопки. Завтра днем все покажу. Пока вот такая вот деревенская ночь. Время где-то часов 11, да, сейчас? Еще не поздно. Это вот такой вот многоквартирный дом. На 8 квартир. Один подъезд.
Потом сейчас с ребятами встретились. Снимать нежелательно тут ходить на углу, поэтому я так аккуратненько делаю съемку. Ну и, конечно же, вот она водичка. На ужин у нас супчик с домашней сметанкой. Мы посидели, поужинали, теперь на баяне поиграем. Давайте, да. Во, она, да. Моя любимая песня. Песню заводила, распевного сизого орла, про того, которого любила, про того, что письма берегла. Хотел показать. Оп, вот тут талая вода, вот так вот. Льда накидали сюда, он тут тает. Водичка есть для всего. Ой. Вот умывальничек тут. Ой, хорошо. Ну все, душевненько посидели. Идем перегнать машину в гараж. На ночь оставлять не будем. Ну и погуляем еще. Гоняем по деревне, едем на сопку. Уже все, поднимаемся. Вот она, да, идет. Будем смотреть на огне Якутска. Потихоньку привыкаю к правому рулю, уже нормально. Такая вот тут смотровая площадка сделана. Прям над обрывом. Блин, не видно ничего. Может, завтра днем надо будет сюда тоже съездить. Вот впереди Лена. И там огни Якутска. Отлично, с ребятами гуляем, ночью катаемся. Давно так не куролесил в деревне. Вон приехали на Ермолку. На рыбаков посмотреть к ребятам. Вот они тут рыбачат. Сейчас заберем, поедем обратно кататься. Ну что, 5 утра. Очень неплохо, с парнями покуролесили. Завтра гуляем по деревне. Всем доброе утро. Обычно в деревнях просыпаются пораньше, мы тоже последовали этому примеру. Поспали часика 3. Я думал, не встанем, но ничего, вроде. На свежем воздухе можно и за 3 часика отоспаться. Вот так вот здесь. Я ночью видел красиво, вот эти сопки были прям вот возле. На камеру не заснять было. Вот прям вот под сопками находимся. Вот дом. Я так понял, что он там 20-х годов. Вот это хатонг, да? Хатон. Хатон, говорится, да? Вот он, тот самый. Многие спрашивают, а как коровы зимуют? Вот так вот зимуют. Собирают навоз, кстати. Вот такими плитками. А потом весной продают дачникам для удобрения. Какой запах стоит. Вот удобство. Все на улице. Надо будет проверить, как там сходить. Вот, ну что, пойдемте внутрь зайдем. Ничего себе. Доброе утро. Так, ну-ка, подвинься. Ой. Я проснулся, да? Это вы каждый день тут все собираете, да, убираете вот так вот? Приходится, да, собирать. И курица у вас тут, да, вон? Курицы тоже тут. А тепло здесь? Это получается, здесь же никакого отопления нету, да? Нету. Оно само по себе как бы, да, тепло держит все это? Тепло держит. А на стене что там? Вот он доски, а потом сверху что там делается? Там, там тоже сыпаем. Ну, Давно. тоже навозом, да? Навозом, ага. Навоз же он тепло выделяет, да? Тепло, но И он как бы После греет всего все, да, получается? Все нормально. каждый год так зимует. Сейчас гулять пойдут, да? Сейчас пойдем на водопой. Ну, скоро пойдем. Скоро водопой. Сперва Посмотрим, как зимой. Потом сено дам. Сено. Когда вернется, да?
Не, сейчас. А, сейчас, да? После О, покормим. покормим, потом водопой. Угу. Там поснимешь, да? Да, конечно. Ага. Такое-то дело как не заснять. Пол вы уже почистили, да? Здесь я не утону в навозе. А, ну-ка, как они тут? Вот эта большая корова стоит. Ага. Галштин, порода. Как? Галстин? Галштин. Галшти. Ну-ка. Американская порода. А, это американская, да? А, Американка. м. А вот это бычок. А, вот бычок, да? Ага. А их можно трогать? Черненький. Трогать, он не обидится на меня, бычок? Привет. Привет, малыш. Ну, Бычок. идет бычок, качается, вздыхает на ходу. А вот я здесь будущее. Чего ты мучишь? коровы. Да, тепло. И здесь при минус 45 тоже так же, да, температура Ну, всегда. комнатная Вот- держится, да? вот, э, на улице 50, здесь тепло. Тепло, да? Ну, Ага. ничего. Можно тут жить, если дров нет. Печки не надо. Так, что там у нас происходит? Ты меня приветствуешь, да? Ну и тебе здрасте. Так, сейчас сено. Сено нести надо, да? А? Давайте А. помогу, потаскаем. Я сам сделаю. У нас тоже как удобрение используют, мы покупаем. Вот что значит в песне «Мой хатон всегда свеж», да? Это вот когда хороший хозяин, тут всегда чистота. Ага. Так что такой вот деревенский труд. Ну, каждый день. Человек на месте никогда не сидит, да? С утра подъем и С утра подъем, вечером тоже. работы всегда хватает. А кто двигается, тут и живет, правильно? Но, Да, тут если отвлечешься, тут сразу тут э, пару дней пропустишь, все. но, Не пройти потом по колено, да? и работа, тоска будет. Вовремя надо чистить. Вовремя всегда, да. О. Фу. Сейчас будем кормить. Ага, сейчас. А где сено хранится у вас? Надо посмотреть. Вот лежит. Ага. Там они летом Ага, где-то. в загоне. Скоро, в марте месяце буду. Угу. А, уже с марта можно будет, да, их туда? На улице буду. Ну-ка. Это в мешок его, да, так вот? Вот такой. Норма. Норма, как это одной коровы по мешку, да? Но Это вы 6 мешков сейчас, да, сколько там? Все по граммам. килограммов в день, наверное, 5 килограммов хватит. Ага. И сколько таких вот стогов у вас на зиму? Это вот он такой большой был, да? Ну, потянет или нет еще. Если не потянет, купить придется. А, продают, да, еще, если не хватает. Так. Это первый, да, замер? Первая норма. Все. Вот так вот слоем навоза покрыто. Небольшим, сантиметровым где-то, наверное. Где-то больше. И все, держит. Хорошая температура, я удивлен. Там прям, ну, комнатная. У них тут 2 дома на участке. Живут в маленьком, чтобы меньше тратить дров на отопление. Вот тут побольше дом. На зиму тут консервирует. Трактор есть свой, на ходу. Я бы покатался как-нибудь. Хорошо в деревне летом, есть такая песенка. Зимой тоже неплохо, но тяжело. Хорошо туристам, как я. Приехал, посмотрел. А люди живут тяжело. Видите, вот, ну, ничего нет, все, дрова, сам все делаешь, трудишься, и уже в возрасте приходится работать, двигаться. Но говорят, движение — это жизнь. Поэтому люди, в принципе, себя чувствуют, ну, неплохо, более-менее бодрыми. Посмотрим, так ли тепло в туалете, как в хатоне.
пирамидки. Ну нет, вот просто улица. Так вот зимой тут надо все быстро делать. Вот водичка, там кубики, здесь вот. Чистый лед. Без всякой гадости. А сейчас мы с вами находимся в Булусе. И познакомимся с вечной мерзлотой. Здесь внизу вот глубина где-то 2-3 метра. 3 метра, да? Сейчас уже на зиму запасаются тут водой, льдом вот так вот. Заполняет до потолка вода, чтобы были запасы. Также можно мясо там хранить, рыбу, все будет в мороженом виде. Температура так и останется на всю зиму вот на такой глубине. Минусовая. Булус. Запомните это название. Булус посмотрели, Хатон посмотрели. Подумаем, что еще интересного вам показать. Идем на озеро, буду учиться пешнить лед. Заодно посмотрим, как тут по утрам устраивают коровам водопой. Вот озеро. Лицо мерзнет. Вот плавание одел. Ну вон, идет заготовка водопоя. В общем, немножко мы сегодня опоздали. То есть, вернее, тот, кто должен был делать, сегодня начал пораньше. По очереди делают, все, кто имеет коров, делают по очереди, да, там договариваются каждое утро. Вот приходит, пешнит такую вот луночку. 3 штучки здесь, получается, он сделал. И все, потом коровы, ну, какие-то сами приходят. Кто-то гонит коров, те, кто сами не могут дойти самостоятельно. И вот они тут пьют на весь день. Больше воды у них за день не будет, да, только эта вода. Ну, я, наверное, не смогу такую лунку сейчас сделать, да? Можно попробовать, конечно, порубить. Вот так, каждый день такой процесс. Завтра эти же лунки можно опять. Это, в принципе, до марта, да? Или до мая прям, да, можно? До конца. Уже, потому что тепло, уже весна, уже до конца морозов можно в этих лунках все делать. Чтобы потренироваться. Сейчас попешним. Все, пробуем. Так, вот это вот так. Потом все это выгребается лопатой. Но лопаты у нас нет. Нормально, смотри, уже дырочка получилась, да? И дальше пошел. Руки мерзнут, конечно. О, лошадки идут. На водопой. Все, пришли лошадки. Будут пить в порядке очереди. А нет, смотри-ка. Кто-то наглый прогоняет. И вот лошади, они вот так вот всю зиму и пасутся на улице самостоятельно. Им хатон не нужен. Стойко переносит морозы. Минус 50, в принципе, нормально им. Правильно я понимаю, да? Что они вообще температуру. Якутские лошади, у них в генах стойкость к морозу. Смотрят на меня таким взглядом укоряющим. Что ты тут ходишь? Мешаешь нам пастись. Жеребятина, то, что кушают все, она обычно это жеребцы где-то около года. А это взрослые многие, они это уже конина получается. Ну что, Константин Игнатьевич все трудится, да? 66 лет, и вот труд заставляет быть бодрым. Вот так вот рюкзачок собирается, плиточка укладывается. И, пожалуйста, получаются кирпичики. Можно из них дом построить, да? Новый хатон. Оказывается, вот так вот стены навозом покрывать надо каждый год, потому что он потом летом все приходит в непригодность. И осенью заново все обмазывают. Полностью весь этот объем. А куда она пошла? Не туда.
Сами дорогу найдут, да? Одна вон осталась. Одна осталась. Молодцы, дорогу сами знают. Попьют и домой. А на сколько часов хватает? Вот на ночь затопили и до утра, да, вот такой полный? Утром, днем, вечером. 3 раза. Зимой. 3 раза, да? Как бы вот. И полную забили и оно греет, да? Или постоянно? Не надо же постоянно поставить. Закрываем. А, угли остаются, да? Вы закрываете, и оно все это тянет, да? А, вот так вот. 3 раза в день. Для экономии дров, да? Тут тоже добывать приходится собственным трудом. Сильные морозы Вот так вот. добавляем. И вот так вот она. А, в сильный мороз еще можно добавить, да? Ну-ка, вот так вот оно тут греет со всех сторон. Вот вторая комната. Здесь тоже идет тепло. Дохор. Дохор. Дружок по-якутски. Дохор. Если я правильно запомнил. Вот его зовут Дохор. Дохор. Что, позавтракаем чайком с домашним маслом. Своим. Бутербродики и пойдем погуляем еще. Так, у Константина Игнатьевича и Любовь Ильиничны очень много было детей, 6 детей. И вот много внуков. Вот такие фотографии я нашел. Вот семья сидит, прям цветник из детей. То, о чем я и говорил, что в Якутии здесь у всех много детей. 2 это считается минимум положенный. 3, 4, 5 и более. Кто как сможет вырастить и прокормить, да? Еще важно сейчас прокормить в наше время. Идем за машиной, немножко погуляем по деревне. Идем по центральной улице, улица Тихтюрская. С нее все началось. Но сейчас уже мало кто живет. На этой улице несколько семей осталось, да? Сюда? Мало кто, да? И здесь, так я смотрю, свободно люди через дворы проходят, да? Через соседей. Как надо? А, все открыто. Можно сокращать путь. Никто тебе ничего не скажет плохого. Краткая справка. Деревня Тихтюр находится, если напрямую, в 17 километрах от Якутска. Сейчас мы ехали по Зимнику, а летом нужно ехать до Нижнего Бестяха на пароме, оттуда уже на машине сюда. Летом посложнее добираться. Относится деревня к Мегино-Кангаласскому улусу. Здесь очень много именитых спортсменов, да, получается, отсюда. Здесь вот почему-то вот население, очень спортивные ребята были. Даже вчера вот с ребятами разговаривал, они вот все такие были. Есть бабушка, ей 80 лет, да, она чемпионка мира, да, марафон, да, бег. Так что здесь сильные люди выросли в этой деревне. Джанхада. Джанхадинский наслег, вот, да, наслег, населенный пункт. Если по-якутски. Где-то мы сокращаем путь по сопкам. Такой вот лес окружает. Тихтюр делится на 3 части. Нижний Тихтюр, где наш дом. Средний и верхний. Мы идем в верхний Тихтюр. Там мы вчера машину в гараже оставили. Это вот лиственница. Надо запомнить, как она выглядит. Молодая. Здесь в каждом дворе вот это привычное зрелище. Глыбыль, да? Лед здесь покрупнее у них. Вот здесь гаражи оборудованы вот такими шлангами, чтобы подключать к выхлопной системе, если машина будет, если будет холодно. Блочный гараж. Ну и в принципе печка стоит. Вот ее вечером затапливают. Ну и все, до утра как бы хватает. Здесь температура сейчас, ну, тепло внутри гаража. Нормально. Ну что, потихонечку уже, в принципе, обвыкся к правому рулю, нормально, можно ездить. Единственное, что еще путают вот поворотники, нужно, ну, что они с этой стороны. Сегодня уже обратно в Якутск сам поеду. Через Нижний Бестях, Майю надо заехать. И в Якутск уже покатаюсь. Вот тут такие места интересные. Котельная. Где котельная? Вот это, да? А брат где? Здесь? А брат там. Другой. Поедем же, да? Ну, сейчас съездим. Котельную, давай. Пойдем посмотрим местную котельную. Там брат работает, родной.
главное привыкнуть держать дорогу. Тянет немножко влево постоянно, да? Нормуль, будем ездить. Осталось теперь денег заработать. Продать свою, заработать как получится. Не знаю, 500, 400, 600. Сколько выйдет. Так что до миллиона, это значит до миллиона. Это может быть и 200 тысяч, а то что все к этому миллиону прицепились. Я образно имею в виду, я не знал, сколько заработаю. Стремился к большему. Всегда надо ставить цели себе повыше, чтобы выполнять их, как бы, ну, как минимум наполовину выполнить уже хорошо. Получится, получится, не получится, значит будем, как бы, будем экономный бюджет рассматривать. Посмотрим. Да, деревня очень большая, вот сейчас катаемся, тут, блин, столько, так огромная территория. Проехали только что школу, и сейчас вот, ну, Илья мне показал, тут новый детский сад построили вот такой. В этом году построили, так что прикольный, развивается. Надо, чтобы больше вкладывали в развитие села, деревни, сельского хозяйства. Это важно. Такой вот даже есть дом искусства и робототехники. Интересное здание. Вот так вот на зиму машины заморожены. Они все на ходу. Ну, какие-то есть там с небольшими неисправностями. Сейчас потеплеет. Колеса поставить и поехали. Ну все, погуляли. Сейчас постараемся заехать в котельную и надо ехать домой. Дела тоже семейные у Ильи. Ну что ты? Тор. Ну, о, молодец, молодец. Ух ты, хороший ты. Так, ладно, идем собираться. Значит, здесь три котельные. Дома, часть домов отапливается именно водой. Вот эта котельная. 4, да? Вот эта небольшая котельная, она отапливает вот 2 дома здесь. Старый детский сад, вот он. Вот посмотрим. Темно, ничего не видно. Тепло тут. Такой здесь приятный запах угля. Топится углем. Где печь-то основная, интересно? Вот здесь. Вот уголь. И нагребаешь и сыпешь. А, запах угля вообще хороший такой. Прям приятный. Мне он всегда нравился. Давненько я его не нюхал. Заглянем внутрь. Кто не был внутри печи котельной. Это уголь тогда, получается, горит. И как часто подкидывать приходится? Каждые 2 часа, да, примерно? Сколько? Несколько лопат закинул и все нормально, да? 10? 10-15, да? Вот так вот красиво. Огонь, как говорится. Все, спасибо. Ну все, поехали в город. Еще вернемся, мне здесь понравилось. Познакомился с хорошими парнями и хорошей семьей Ильи. Вот она, Лена, город Якутск. Все, мы проехали Нижний Бестях. Все время хотел здесь поснимать. Именно вот это место хорошее.